أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Многие люди думают, что ислам это какая-то группировка, какое-то политическое движение или вообще что-то для того, чтобы урвать из жизни что-то, создать что-то, какие-то предприятия, какие-то организации или что-то. И что, дескать, все подводит к этому, что в действительности Мухаммад Мустафа, алейхиссалату вассалям, тоже такое же делал, что он объединил вокруг себя людей. И объединив вокруг себя своих друзей и из числа богатых рабов, из разных людей, и постарался создать свою общину, постарался создать свое так называемое государство. Нет же, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, никогда не преследовал таких целей. С чем он пришел? Назирун ва баширун. То есть он послан Аллахом для того, чтобы предостеречь людей от ада и обрадовать раем. А для этого есть свои пути, сказал Мухаммад ﷺ. И Аллах Субхану ва Тааля объясняет, какие должны быть пути для того, чтобы ислам был исламом. Ислам это прежде всего религия. И человек должен быть религиозным. Здесь не имеется в виду то, что сегодня преследует некоторые группы людей, некоторые какие-то меркантильные цели свои, типа объединиться, типа создать какой-то бизнес, типа создать какой-то, чтобы мусульмане были каким-то богатой группой, богатой общиной, обществом каким-то, или выйти на какой-то политический уровень, что-то призвать всех, объединить весь мир, как говорится, насилие мы разрушим и до основания. Нет такого. Нет. Ислам зиждется, во-первых, на морали и нравственности. Как же может человек достичь, мусульманин достичь морали и нравственности? Только благодаря тому, что он будет поминать и помнить про Аллаха. Зикруллах. Аллах Та'аля что говорит в Коране? Он говорит: «Фазкуруллаха зикран кафиран, фасаббихуху букратан ва асилан». То есть поминайте частым поминанием. Очень часто совершайте зикр Аллаху. Поминайте Его. И восславляйте Аллаха. Фасаббихуху. И по утрам, и по вечерам. Фидулюки шамси ва гурубиха. И когда солнце встает, и когда солнце заходит. И среди ночи, и среди дня. То есть постоянно помните об Аллахе. Поминайте Его. Совершайте зикр. وإذ قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. И когда заканчиваются ваши молитвы, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, то совершайте зикр Аллаху, стоя, сидя или лежа на боку. То есть, как говорил Мухаммад Бауддин Шах Накшбанди, что человек постоянно должен поминать Аллаха, совершать зикр. Как же он совершать должен зикр? Он объясняет, что сердце постоянно должно чувствовать отношение любви к Аллаху, отношение страха перед Аллахом. Но человек должен заниматься своими мирскими делами. Сердце с Богом, руки в деле. Как он говорит? Даст бакар, дил баяр. И очень много можем найти аятов по этому поводу, что совершайте зикр, вспоминайте Аллаха, потому что это одно из тех основных фундаментов имана, вероубеждений человека. Если человек не будет поминать Аллаха, и если не будет помнить о нем, и не будет совершать зикр, то он отдалится от Аллаха. То есть Мухаммад, саллаллаху алейхи, по этому поводу говорит, что если вы поминаете Аллаха, и у вас язык постоянно проговаривает имена Аллаха, асма-уль хусна, взывайте с асма-уль хусна, как говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Мухаммад саллаллаху алейхи говорит по этому поводу, если Аллах
уйдет с вашего языка, с вашей души, на это место сразу же воссядет враг наш, шайтан, и он собьет нас с пути. Только при постоянном поминании Аллаха мы можем достичь веры в Аллаха. Нет, все остальное мирское. Если, например, мы сейчас создадим группу, какую-нибудь политическую, и будем призывать людей к исламу, основываясь на своих политических воззрениях, это и уже не будет религией. Это будет для этого мира. Как говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ваминхум ман якулю раббана атина фид дунья хасанатан, ва ма лахум фил ахирати». То есть, и среди них есть те, которые просят Аллаха: «О Аллах, дай нам силы и все свои блага в этом мире», но не просят про ахират, но не забывают про ахират, про то, как они уйдут из этого мира и предстанут перед Аллахом. Нету им мата, нету им ничего там в дольнем мире, в ахирате, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Только те люди, которые говорят, просят: и Аллах, дай нам благо в этом мире и благо в дольнем, в ахирате, и убереги нас от зла огня гиены, только они, достигшие счастья и достигшие довольства Аллаха. Мы постоянно стремимся заработать какие-нибудь дивиденды для того, чтобы предстать перед Аллахом как пречистыми, как любящими Его. Аллах Та'аля говорит же: «Фазкуруни азкуркум». Если вы будете меня поминать, то я вас буду поминать. Как же Аллах будет нас поминать? То есть Он будет обращать на нас внимание. Мы постоянно просим Его: «Ихди нас сират аль-мустаким», поведи нас праведным путем, сират аль-мустаким, о Аллах. Что это означает? Это означает то, что мы просим Его, чтобы Он обратил на нас свой величественный лик и повел нас праведным путем, и был доволен нами. Ради довольства Аллаха мы живем на этом свете. Если же мы объединимся под видом ислама в какую-то бизнес-группу и будем говорить, что давайте вот нужно собираться, вот чисто заниматься бизнесом, и будем призывать людей, основываясь на эти свои воззрения, то это опять-таки не ислам. Потому что ислам – это религия. А что такое религия? Религия включает в себя все. Дуа, любимая дуа Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который полностью обозначает религиозную жизнь человека. Какое? Раббана атина фид дунья хасанатан, ва фил ахирати хасанатан, ва кина гадабан нар. О Аллах, дай нам благо этого мира и дай нам благо в ахирате, чтобы в судный день перед тобой мы, не стесняясь, стояли с озаренными божественным светом лицами. О Аллах, убереги нас от того пути, который ведет нас к пути огня, ада. Вот это жизнь мусульман. То есть в своей самой религии есть и то, что мы называем, что заниматься мирскими делами, какими-то торговыми отношениями, как мы сейчас любим говорить, бизнесом. И все это должно быть сопутствующим. Самое главное для нас, Аллах Субхану ва Тааля нам определяет в Коране: «Фадкуруллаха зикран кафиран». Совершайте зикр, вспоминайте Аллаха. «Фадкуруни азкуркум». Если вы меня будете поминать, я буду вас поминать. Я никогда вас не забуду, то есть будет доволен. «Вашкурули валя такфурун». Благодарите только меня и не совершайте куфр, не совершайте отклонение от ислама. Мухаммад саллаллаху по этому поводу говорит, что «Фадкуруллаха хатта якулуна аннаху ла маджнун». То есть совершайте зикр до тех пор, до такой степени, чтобы рядом стоящие говорили: «Да посмотри, он сумасшедший». Да, человек ради своей любви к Аллаху, он теряет свою любовь ко всему остальному. Ну нет же, конечно, вся любовь остается и к матери, и к родине, и к детям, и к своей половине. Все это остается, но самое первичное и первостепенное – это любовь к Аллаху, постоянное поминание.
Некоторые люди смеются над теми людьми, которые очень много, часто повторяют слова тахлиля, ля иляха илля вслух или про себя, называя их разными именами, зикристами, то есть как бы издеваясь, говорят. Но если ты, мусульманин, называешь оскорбительным словом того человека, который исполняет повеление Аллаха, где говорится «Фадкуруллаха викран кафиран», многократно поминайте Аллаха. И когда заканчиваются молитвы, совершайте зикр. И когда наступает время намаза, опять читайте намаз и опять совершайте зикр. Не оставляйте паузы, чтобы в ваши умы и в ваши сердца вошел ваш враг. Шайтан, Иблис, ла'натуллахи алейхи. И если кто-то начинает оскорблять этого человека, называя его зикристом, бид'атчиком или кем-то, то проклят этот человек. Разве Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, разве он не совершал зикр? Разве он не поминал Аллаха? Зикр, да. То, что чтение Корана, это тоже зикр. Намаз тоже зикр. Наш повторение, многократное повторение тахлиля, ля иляха илlallah, Мухаммад Расулуллах, тоже зикр. Салават, прошение, благословение и приветствие Мухаммаду, саллаллаху алейхи, просим у Аллаха, что это не зикр. Астагфируллах, тасбихи, что это не зикр. Мы постоянно помним Аллаха. Когда мы начинаем свою дневную жизнь, выходя, даже поднимаясь с постели, говорим бисмилляхи, альхамдулиллахи аллади ахьяна багдама аматана ва илейхи нушур. Разве это не зикр? Аллахумма инни ауду бика мин аль-хубси валь хабаith. Когда заходим в туалет, это разве не зикр? Когда говорим бисмилляхи ар-рахмани ар-рахим и начинаем вкушать пищу, когда говорим бисмилляхи ар-рахмани ар-рахим, садимся, когда говорим бисмилляхи ар-рахмани ар-рахим, встаем, идем и делаем какое-то дело, разве это не зикр? Когда мы восхваляем Аллаха, альхамдулиллахи аллади ат'амана ва сакана ва джа'алана муслимин, это разве не зикр? Вся наша жизнь должна быть заполнена зикром. Те, которые смеются, те, которые говорят, что этого нельзя делать, что нельзя совершать совместные зикры, это просто друзья тагута, шайтана, как они любят сами выражаться. Они служат тагуту, потому что только шайтан старается сбить человека с зикра Аллаха. То есть издеваться над религией, шутить с религией невозможно, не дано никому. Исход очень плохой. Мы это видим. Те, которые смеются, где они? Большинство потерпели неудачу. Большинство дошли до своего исхода, очень плохого исхода, а перед еще предстоит предстать перед Аллахом. Если люди собрались вместе и совершают поминание Аллаха, разве это плохо? Что они должны собраться вместе и сидеть, болтать, вести пустые речи, рассказывать анекдоты, выпивать или что-то? Нет. Что лучше? Совместно совершать поминание Аллаха, зикр, или сидеть и строить планы как-нибудь там вот этого обидеть, вот это, у этого украсть, у этого ограбить, потому что мы сейчас думаем, что это нам говорит Аллах. То есть придумывают какую-то религию. Придуманная религия и настоящая религия. Нельзя сравнить их друг с другом. Что такое придуманная религия? Все то, что мы совершаем в религии, исходя из собственных мнений, не основываясь на высказывании пророка Мухаммада, которые нам объяснили сахабы, которые нам донесли ученые. То есть, если наши слова не основаны, не опираются на мнение ученых ахль-сунна валь-джамаат 4 мазхабов, которые ведут свое начало от самого пророка, от сахабов, табиинов и всех других ученых, то, основываясь чисто на своем мнении, мы заблудимся далеким заблуждением и предстанем перед Аллахом в наихудшем виде. Да сохранит нас Аллах от этого. И не спошлет Аллах свою милость
и сделает нас благодарными, любящими Его рабами, и которые, да, Аллах, не спошли на нас свою милость для того, чтобы мы постоянно совершали зикр, постоянно поминали Тебя, и в любом своем положении, в какое бы положение мы ни попадали, сделай так, о Аллах, чтобы всегда в умах наших, в сердцах наших и в делах наших, в деяниях было только Твое довольство, и все происходило с именем Твоим, Аллах. Раббана, атина фид дунья хасаната, ва фил ахирати хасаната, ва кина азабан нар. Аллаху акбар.